Всем привет, с вами новостной сайт ТВТ, с вами Агаев Тамерлан, и сегодня у нас в гостях Михайлов Сава Анатольевич, заместитель председателя Государственного комитета Республики Саха-Якутия по занятости населения. Здравствуйте, Сава. Привет. Сава, расскажите, пожалуйста, о должности, которую вы сейчас занимаете. О должности? Да, о должности, которую вы сейчас занимаете. Государственный комитет – это орган государственной власти, имеет такой же статус, как министерство. Занимаемся содействием занятости в Республике Саха-Якутия. Сами знаете, что проблема у нас, приоритетная проблема, которую мы должны решать, да, это вопрос безработицы. Поэтому Государственный комитет разрабатывает разного рода программы, исполняем федеральную программу, чтобы было у нас низкий процент безработицы, чтобы молодежь трудоустраивалась, чтобы разные категории нашего населения. Поэтому это очень такой серьезный орган. Я же до этого во многих организациях работал. Для меня, например, вот, если сравнивать с Министерством молодежи, то Госкомитет – это такой высокая планка и двойная ответственность, очень большая ответственность. А как давно вы уже там работаете? Полгода, да, получается? Да, с лет только. И какой прогресс был достигнут за эти полгода, которые вы сейчас работаете? Прогресс так таковой именно, с моей точки зрения сказать, некрасиво будет, некорректно, да, во-первых, потому что это командная работа, потому что у нас коллектив небольшой, но все люди работоспособные. У нас, если вот статистику, да, знаете, в прошлом году у нас безработица по республике 15-16%, а до пандемии было где-то 7,1%. Сейчас мы снизили этот процент до 6,9%. Это хороший процент, да, получается? Это хороший процент. Например, в той же Ингушетии 30%. Во многих этих республиках, да, Тува, Алтай, там достигают до 20%. То, что мы вот планку снижаем, это комплексная работа всех ведомств, и в том числе общественных организаций, и в том числе, наверное, то, что вот средства массовой информации у нас есть. Вот то, что мы с вами разговариваем, это все какой-то результат дает. То люди должны работать. На самом деле вакансии-то есть. Когда мы проводим разного уровня ярмарки, вот в сентябре провели ярмарка «Траектория карьеры» молодежную, там было более 7 тысяч вакансий. А претендентов, то есть ищущих работу, где-то было в 2 раза меньше. То есть плохой показатель? Нет, я не говорю плохой показатель. То есть мы должны агитировать, что у нас есть хорошие вакансии, хорошие программы, даже вот на вахту можно отправить, или какие-то там человек хочет трудоустроиться, например, в городе Якутске промышленных объектов нету, да, в Мирно, в Неринге, там в Ленс поехать, мы вплоть до проезда можем оплатить. Разного рода программы есть, поэтому наши двери открыты, мы все, вот, приступив к обязанности, мы больше, еще такая цель была, чтобы о нашей работе много знали, потому что информационная работа немножко слабая была. Вот столько работы делается, но народ, к сожалению, не знает. Поэтому здесь информационная работа очень важна. Мы недавно репортаж вели про общественный транспорт Якутска. Так получается, что автобусов вообще нет по городу. То есть людям приходится ждать по 20, по 30 минут. Вот что бы вы смогли сделать, чтобы их стало больше? То есть автобусники говорят, именно водители, то, что не хватает работников, люди не хотят работать на общественном транспорте. Что бы вы могли предложить, чтобы как-то улучшить эту ситуацию? Предыдущий мэр Сардана Владимировна, да, много раз же поднимала вопрос о муниципальном транспорте. И сейчас Евгений Николаевич тоже вроде поднимает, но пока на словах, на деле мы должны прийти уже конкретно. Вот в Москве, в больших городах автобусы же пустые, полупустые. Вот сел комфортно, да, и по ковиду не беспокоишься, о толкучке не беспокоишься, даже кондукторов нет. Там камеры стоят, своими картой оплачиваешь, и все. Спокойно передвигаешься. Автобусов очень много, это государственный муниципальный автобус. А у нас частник. Вот, например, 25-й, тройка, любой автобус выберем, скажем, давайте сделайте интервал 5 минут. А ему выгодно? Невыгодно. Нет. Народ не собирается. Они же торгаши. Им выгодно, чтобы каждые 15 минут, 20 минут, зато автобус целый, там 100 человек еле-еле дышит,
людей мучают, но зато они зарабатывают очень хорошо. То есть проблема в этом, да. Здесь очень конкурентоспособная муниципальная организация должна быть. Вот ЯПАПы же есть у нас. Ага. Они в основном... Межгородние. Да, межгород. Жатай, Тулагина, это Хатас. А по городу, чтобы их пустить, чтобы участникам конкуренции была, вот это хорошая идея была. Нет, а как привлечь народ, чтобы он шел работать на автобусы? Вот в этом вопрос. Потому что, они говорят, что местные не хотят работать. То есть приходится вставать в 5 утра, чтобы всем быть уже на конечке. И работать нужно до 11 вечера. На самом деле и профобучение, и в том числе по нашей отрасли, у нас незанятых людей, которые стоят у нас на учете, мы же предлагаем, если у них, например, категория Б, мы говорим, давайте будем вас учить еще на автобус, на водителя. То есть человек может подойти к вам и обучиться бесплатно? Конечно. Есть у нас такие программы по профессиональной подготовке, переквалификации. Но там, конечно, есть свои условия, он должен быть на учете состоять. Да, чтобы мы этот человека трудоустроили. Не просто так перешел. Если так было бы, то частные автошколы уже не нужны были бы. Так. А вам стало легче или сложнее по сравнению с предыдущей должностью? Вы до этого были главой строительного округа. Вообще, чем вот отличаются они именно по трудоемкости? Здесь два момента. Да? В моральном плане, имеется в виду душевном или семейном, здесь спокойнее. Потому что здесь, скажем, аппарат. Да? В 8 начинаешь работу, в 7-8 можно закончить. И спокойно дома никто беспокоить не будет. Рабочее время закончится. А в управе работаешь круглые сутки. В час ночи позвонит, там сосед дубасит, соседи. Звонят вам? Да, мне звонят. Не только полиции. Или там труба течет, или что-то, температура не соответствует. Или по всем вопросам, по всем. На самом деле это руководитель округа, да? Это должность такая рабочая. Если кто там хочет с папкой ходить, с галстуком ходить, это не его место будет. Это место, где человек должен, во-первых, состраданием относиться к людям, да? Во-первых, пониманием, потому что каждая, тем более строительный, мы находимся в промышленном округе, да? Посмотрите, дороги, дома какие, да? Столько проблем. Это не Губинский округ, где там деревяшек 5-6 домов, да? Сотни деревянных домов, которые реально уже в состоянии уже закрывать давным-давно пора. Но люди же живут, к сожалению, выживают, поэтому ко всем надо относиться. И они очень, я их понимаю, они озлоблены некоторые, потому что перед каждым выбором обещают, там мы расселим, это сделаем. Одно слово говорим, второе слово газ отключаем, потому что диагностику не проводится, потому что краны уже старые, никакого расселения нету, дорог нету. Сами понимаете. А управляющие компании с проблемами, которые и дворников никогда не видно. Поэтому люди-то озлоблены и хотят высказаться. Надо кому-то услышать. Глава округа, тот человек, который должны люди подойти и сказать. Это фильтр между жителями мэрии или органом госвласти. Если округа не было бы, эти люди пошли бы напрямую в мэрию. Вот насчет обещания перед выборами в мэра города, по словам жителей 17 квартала, они мне тоже писали, просили, чтобы я приехал, сюжет просто них снял. Это как раз весной было. Они мне сказали, что вы обещали в случае победы в выборах мэра города ускорить расселение в аварийных домах. Если бы вы победили, как бы вы это сделали? Были ли такие общие слова? Да, во-первых... проголосуйте за меня, и я расселю вас. Да. Во-первых, это не обещание, да? Это предвыборная программа была у всех кандидатов. Не знаю, насколько сейчас выполняется действующей главой, который победил, да, или те слова, которые второе место человек занял, да, он что-то делает или не делает. Но у меня реально была программа.
У меня программа была, как говорится, по-новому, без хайпа, без золотых гор. Ускорение это означает несколько факторов. Ну, во-первых, не только смотреть вот Москву, да, как они будут финансировать федеральную программу расселения из ветхого временного жилья. Мы должны еще муниципальную свою программу иметь, какие-то средства на это предусмотреть. В 2019 году городская администрация впервые предусмотрела энную сумму на расселение 3 домов в квартале. Это уже какая-то попытка была. Конечно, 3 дома из 300 это как капелька моря, но за свой счет, если вот по 3, по 4, по 5 идти, например, да, я не говорю 10, это в год, это было тоже очень хорошим подспорьем, плюс к федеральному. И с республикой надо очень хорошо работать, потому что вот Айсен Сергеевич недавно подписал указ о стратегии, да, развития города Якутска. Илтумен последней сессии вот на прошлой неделе принял закон о статусе республики Саха-Якутия. Ну, я не говорю там констатирующий такой закон, но на основании этих нормативных актов можно было бы также предусмотреть. Какие проблемы, например, в городе Якутске, вот любого спросить. Первый вопрос дороги, второй вот этот аварийное жилье, да. Для этого мы должны, то есть, предусмотреть, посмотреть, если есть, например, дополнительные доходы. Муниципалитет же имеет право зарабатывать, да, и там налоговая база, и по другим вопросам можно было бы этот вопрос как-то так начать. И я не говорю, вот программа вот «Чужой» даже была, но на самом деле очень интересный проект был. И те организации, крупные компании, да, в принципе, если, например, вот крупным компаниям строительным дать участок земли, где стоит несколько домов, ну, условно говоря, двухэтажки, в каждом там по 12 квартир, 24 квартиры, да, и говорим, устройте здесь дом, ну, пусть будет 12-этажный, 16-этажный, главное, в первые, вторые этажи, ну, условно я говорю, да, дайте вот этим людям, которые вот этот в этих домах живет, а остальное продавайте. Невыгодно, да, городу, потому что я расселил эти дома. И выгодно предпринимателю, потому что он землю возьмет бесплатно, зато он будет продавать, ну, расходы свои закрывать. Это тоже очень хороший путь. Вернемся к Чуджо, да? Почему это не получилось? Вот, что не вышло? Ваше мнение какое-то об этой всей ситуации? Нет, на самом деле проект очень хорошим был. Очень хорошим был. И вот некоторые же смеются, вот китайские товары, китайская одежда, китайское это производство, как-то так недорого, там, дешево, быстро. Нет, на самом деле китайцы очень хорошо делают. У них сейчас качество очень хорошее. И дома строят, и во многих, вот в Владивостоке и вот в дальневосточных городах китайцы, корейцы там строительством домов очень хорошо занимаются. Поэтому, ну, наверное, какой-то случай был, о котором лучше воздержаться. Да, хорошо. Тогда поговорим про мэрию. Как вы оцениваете работу нынешнего мэра? Что он вообще успел сделать за эти вот полгода, пока он на посту, и вообще его развитие? Ну, пока рано, мне кажется, что-либо говорить, потому что вот с Арданой Владимировной 2,5 года же работала, почти 3 года. Основной плюс, мне кажется, она в духовном понятии дала якутянам, жителям города Якутска вот такой какую-то ценность демократии, что мы можем без давления сверху или там без, как сказать, без машины пропаганды и зомбоящика самим определиться, кого избирать, кого выбирать, высказаться просто там. Ну, какая-то такая вот ценности демократии пришли, и люди начали вот открыто выступать, открыто где-то говорить. И то, что вот последний выбор показали, последние 3-4 года, да, то, что мы как голосуем, это же уникально. Это, в России такого нету даже. Это
вот духовном понятии это, да, плюс, потому что она вот своей демократичностью дала. А то, что вот по городу, конечно, за 2,5 года ничего не сделаешь. Только программы, какие-то вопросы можно было толкать, и, к сожалению, для реализации мало. У Евгения, мне кажется, ну, все зависит от команды, на самом деле. Но я команды не вижу. Никакой команды там не вижу. Очень слабая команда, мне кажется, работает. Если он собрал бы синих людей вокруг себя, то у него, мне кажется, много получилось. И то, что вот в ноябре, да, вот в октябре, в ноябре начали строить проспект Ленина. Ну, извините меня, как говорится, без комментариев. Вообще, ваше отношение к Единой России? Вот. Все говорят, что это партия жуликов и воров, да? То есть они грабят, воруют, унижают народ. Ваше мнение какое? Ну, я, во-первых, коммунист с 2003 года. Да. И все прошел, в том числе и гонения со стороны некоторых товарищей, ну, не товарищей, а господ, скажем, да, Единой России. Там сказали, когда только начал работать, в 2006 году вроде, приглашает в кабинет секретарь местного отделения Единой России. Есть такой господин, и говорит, если не выйдешь из партии КПРФ, то мы сделаем так, чтобы в ответственных таких работах тебя не было. А войдешь в Единую Россию, мы тебя завтра депутатом сделаем, послезавтра главой сделаем, послезавтра кем-то сделаем. На самом деле, вот с таким подходом они вырастили, можно сказать, какую-то плеяду карьеристов. Даже вот понятие есть. Вот, когда вот первый раз назначали меня вот на замминистра в 2016 году, и в комментариях опять-таки, он же коммунист. Как его назначили? Вот даже у людей такой стереотип. То есть, если я не член Единой России, то я не должен работать в каких-то ответственных или топовых должностях. Мы же в первую очередь человека должны смотреть. Для меня вот Тамерлан, блогер, журналист, активист. Партия меня не интересует. Или предпочтение, за какую партию проголосовали последний там сентябрьский выбор. А у них вот какой-то такой вопрос. Поэтому я, во-первых, когда вот советы дают моей партии, да, КПРФ, там, вам надо менять кого-то, там, Амаладийца, Зюганов, там, Губарев, я говорю, давайте мы внутри партии сами будем решать. То же самое я в других партиях не вмешиваюсь. Я не говорю там, переформатируйтесь, там, у себя какие-то изменения сделайте, а то там партия чиновников, будьте попроще, к народу посмотрите. Я мог бы так сказать, но это их партия, я не вмешиваюсь. А так, конечно, вот последние годы авторитет нашей партии увеличивается. То, что мы вот первое место взяли и по республике, а в городе Якутске это чуть ли не рекорд, 40%, а Единая Россия 25 где-то процентов. Это показатель не то, что вот за КПРФ проголосовали, а люди дают оценку действующим процессам, которые творятся и в городе, и в республике. То есть человек здесь осознанно идет. Не за КПРФ обязательно, да? Конечно, идейные там есть из 40%, наверное, 20% идейные там. Многие еще, наверное, 7-8% люди старшее поколение за ностальгию, кто-то за какие-то изменения, да. Мне кажется, оценка. Вот выборы это превратились в оценку. Например, вот по Конституции тоже 51% по городу Якутску проголосовали за, 49% против. Это тоже оценка. Оценка в чем проявляется? То, что вот Москва, федеральный центр, очень мало денег отправляет. Ну, налоговая база, это даже экономический вопрос. Мы же добываем очень много. Наш внутренний валовый продукт больше триллиона рублей. То, что Якутия зарабатывает. А получаем в итоге копейки. Туда же отправляем, ну, условно говоря, да, больше триллиона рублей в Москву. А потом
садим чиновников самолета, чтобы получить оттуда хоть какую-то часть, потом позорно выходим, что мы, оказывается, дотационный субъект. Как понять садим чиновников самолета? Ну, имеется в виду, отправляем, чтобы они там программы защищали, там кому-то поклонялись, кому-то там дайте нам это строить, это делать. И в итоге эти деньги, они куда идут? Оседает все в Москве. В Москве. 80% оседает в Москве, все федеральные средства. Поэтому мы постоянно говорим, и КПРФ, у нас в программе было, есть понятие принцип двух ключей. То есть, если добывается алмаз, условно говоря, да, или нефть, то регион тоже должен здесь участвовать, в том числе в получении прибыли, а не только Москва. Да. Поэтому и то, что вот, например, Афонин, это заместитель председателя Зюганова, очень хорошо сказал. Если вот субъект зарабатывает, ну, муниципалитет, начнем с муниципалитета, да, 1/3 оставляется муниципалитету, 1/3 субъекту, 1/3 федеральному бюджету. Такой хороший принцип, да, распределение. А сейчас мы кроме НДФЛ все отправляем в Москву. Так, на последних выборах, получается, победили коммунисты. Это в сентябре. В сентябре, да. И там был политик от партии «Новые люди» Николаев. Как раз он выступал с такой программой, то, что деньги должны оставаться в Якутии. Вот как бы он это сделал? Вот, мне вот это вот непонятно. Во-первых, на выборах, просто обещал, все. На выборах не запрещено говорить что угодно. Начнем с этого, да? И вот есть же понятие популист. Ну, политики, которые говорят то, что народ хочет услышать. Я не говорю, что он популист, я не говорю ни в коем случае. Это в программе многих партий, той же «Справедливости», КПРФ, «Новые люди», ЛДПР, о том, что там в регионах должны тоже оседать деньги, и мы тоже должны жить лучше, не только Москва, да. Это принцип такой, на самом деле, у многих есть. Механизмы тоже здесь, все зависит. Вот 5 у нас депутатов сегодня, да, в Госдуме. Все представляют разные партии. Сейчас они только начали работать, пока только селфятся, да. Вот посмотрим через год, через 2 года, какие законы именно затрагивают жизнь якутян, они будут лоббировать, а если еще будут настаивать, агитировать своих коллег, да, то это будет очень большим таким успехом. И в том числе вот в политике экономической, политике налоговой. Среди этих 5 человек еще есть, получается, Сардана Аксентьева, да? А вообще, как вы относитесь к тому, как она уехала отсюда? То есть она побыла, тоже там пообещала много всего, и тут резко она заболела, сказала, что она покидает пост, она не может больше работать, и буквально через пару месяцев она уже в Москве и в новой партии, ну, тут новые люди. Ваше отношение к этому? Ну, то, что стала здоровой, это прекрасно. Люди то есть она выздоровела просто, да? Да. Ага, хорошо. А вот будете ли вы еще раз участвовать в выборах в качестве мэра города, либо же вообще Ильдархана, его место занять? Ну, в будущем. Ну, говорят же, тот солдат, который не хочет стать генералом, да? А так, если серьезно, то время покажет. Вот весенние выборы и осенние выборы – это небо и земля. Если, например, выборы главы города в сентябре были бы, то картина совсем другая была бы. А, кстати, вот ваше отношение к тому, что произошло весной между вот Ириной Высоких и вот... Это не весна, это год назад даже случай. Ну, вырвано из контекста, конечно, никакого там декольте не было. И Иру я очень хорошо знаю, и Петра хорошо знаю. Просто там закон рассматривался о том, что вот республиканский закон, который запрещает, да, который устанавливает продажу алкоголя с 2 до 8, там, запрет в муниципалитетах продажу, да. Вот этот закон, скажем,
федеральный закон об этом, как говорится, у них нестыковки идут. Поэтому, чтобы привести в соответствие с федеральным законом, этот закон уже должен был потерять силу, наш республиканский. Об этом Ирина выступила в Вилтумене. А депутаты там повозмущались, как это так, что тогда мы, для чего это 180 поселений сделали территории ЗОЖ, если сейчас заново все будет продаваться, и там началась перепалка, и вот. Оксана, опишите, пожалуйста, себя 3 словами. Какой вы человек? Целеустремленный, ответственный, преданный. Хорошо. Так, расскажите, пожалуйста, как вы проводите время вне работы? Вообще, какой Сава вне работы? Чем вы увлекаетесь, может, там, охота, рыбалка, спорт? Мне кажется, дома надо заниматься детьми и семьей, с женой пообщаться, да? И так времени совсем мало. Я лучше поработаю, надо будет до конца, да, рабочего дня, допоздна, скажем. Зато я приду домой свободным, чтобы действительно общаться. Курировал же семейную политику, поэтому для меня это семья основа основ. Если в семье хорошо, то на работе, соответственно, будет хорошо. Да. Здесь вопрос наоборот не стоит. Вот люди же, когда опять-таки психологи приходят домой, чуть ли не в стресс, в расстроены такие. А что случилось? На работе не получилось. Не должно это быть. Мы не должны показать семье. Наоборот, может, если в семье что-то случилось, на работе можно показать. И то это тоже неправильно. Это совсем другие вещи. Поэтому работа и семья, они... граница должна быть. И я тоже, будучи молодым специалистом, скажем, фанатично работал. Да, фанатично работал. А сейчас все-таки больше времени стараюсь уделять семье. А насчет хобби, к сожалению, хотя я уроженец села, и папа был таким заядлым охотником, очень известным, да, и коневодом, все время в тайге. Вот в генах у нас очень большие все охотники. И дедушка, и папа, и все, и мои родные братья. Но я, к сожалению, никак не охотник. Или не получилось, или совсем другая история, да. Нет, это процесс мне нравится. Особенно мне нравится это зимний невод, это мунха называется, когда мы карась, рыбалка на карася такая массовая. Вот это мне этот процесс очень нравится. А так и с семьей каждый осень мы знаем несколько мест, которые никогда мало говорит народу, потому что это наши места говорим. Это тихая охота, по грибы ходим, по ягоды. И спокойно. Опять-таки не для чтобы собрать там большой много там запасов, а для процесса. А расскажите просто про свою семью. Сколько у вас детей? Как давно вы в браке? С женой мы познакомились в школе. 20 лет назад, кстати, ровно. Юбилей. Да, юбилей, оказывается. Это знакомство. А потом в разных учебных заведениях учились, поэтому, а потом обратно присоединились. И в 2007 году свадьбу сыграли. И дочка 2009 года и сын 2013 года. Учим быть самостоятельными. Мне кажется, самое главное самостоятельность. Никогда не требуем или там не говорим станьте отличниками там. Это не наше. То есть какие методы воспитания в вашей семье? Такой, скажем, более свободный. То есть еще первоклассник еще маленький, второклассник еще можно как-то настроить, да? А потом, когда учатся уже в средних классах, мне кажется, мы просто говорим, учишься для себя, не для нас. То есть будешь хорошо учиться, отлично учиться, у тебя будущее будет. Скажите просто, как вы проводите время с семьей, какие у вас есть семейные традиции?
Ну, выходные обязательно, мне кажется, прогулка у нас. Ну, конечно, не минус 50, да. Сейчас воскресенье обязательно по городу гуляем, несмотря на любую погоду. Пока тепло, например, сейчас тепло, суббота с пятницы вечера до воскресенья, до обеда на даче. Через 5 лет вы видите себя мэром города? Нет, такой вопрос даже не стоит. Это не самоцель была. Еще раз скажу всем, да, насчет про кандидата в мэры, да, хотя я 3-е место занял, это партийное задание было. Ага. Я все-таки боец партии, и когда партия говорит, надо идти, не надо идти. Так, теперь перейдемте к вопросам от наших зрителей в комментариях, которые были оставлены. Так, первый вопрос. 70-80-е годы принято считать периодом застоя, хотя, по словам старшего поколения, жили хорошо. Так, а за время правления Брежнева, то есть это 18 лет это было, 159 миллионов семей получили квартиры. Почему сейчас не так? Насчет времени застоя, это демократы в 90-х годах посмеялись, ну, чтобы типа хотели там джинсы, жвачки, колы, да, видимо. И они считали этот застой. На самом деле это не застой, это по оценке моих родителей это золотая эпоха. Когда все снижалось, причем комплексно. Указы выходят на крупу снижение, на это снижение. Никаких этих увеличений квартплаты, налогов или все такое. И не надо говорить о том, что закрытое государство было. Даже вот наши сельские ансамбли и в Болгарии, и в ГДР, и везде побывали, поэтому не надо говорить о том, что там застой, там диктатура, нет. И очень хорошая самодеятельность, культурная, свобода такая хорошая была. Если там Брежнев, то здесь Череев, человека, которого я очень глубоко уважаю, и все страницы прочитал, да, его биографии. Какое было здесь бурное развитие республики. Это то, что у нас в Якутске есть, на самом деле, это большинство это советских построек. По центру, везде. Тот же 202-й микрорайон, это советский спальный район. В конце 80-х начали строить. Поэтому не надо говорить, что там было какой-то негатив. Сава, вы рассказали про время застоя. А людям интересно, почему сейчас так хорошо не раздают квартиры, как это было до. Ведь в данное время у нас страна процветает, мы продаем нефть, газ, лес, вот это все. Теперь у нас хорошо, в принципе. Почему? Строить другой. Строить. Да. К сожалению, после 90-х годов, когда проклинали коммунизм, начали строить капитализм. В идеале, конечно, скажем, скандинавский социализм подошел бы для России, да? А сейчас мы строим, к сожалению, дикий капитализм. То, что вот сказали, добываем, разрабатываем, все это не в казну же идет. То есть времена другие, да, получается, да? Другие, да. Ага, следующий вопрос. Помогла ли ваша кандидатура «Единой России» в победе на выборах мэра города Якутска, разрубив протестные голоса между партиями КПРФ и «Справедливой России»? Ну, во-первых, наши партии это совсем разные партии. Хотя говорят, это оппозиция, левые и все остальное. «Справедливая Россия» это конкретно проект Кремля. Их лидер это друг питерский, ленинградский, да, вместе учились, вместе общались. Человек когда-то руководил Советом Федерации. Разве можно из оппозиции вот вторую должность в Российской Федерации дать? Нет, конечно. И партия договорная у них. И поэтому мы с ними не говорим, что мы какие-то партнеры или какие-то сотрудничества должно быть. Ни в коем случае. Это раз. Во-вторых, еще раз говорю, если, например, человек идет на выборы, он не должен сниматься. Если он пошел сниматься заради чего-то там, для каких-то этих, ну это не мое. Есть такие люди, которые действительно идут, выбирают там, и перед финишем там друг друга снимаются, чтобы какой-то там людей путать и все остальное. Раз пошел, надо до конца идти. Это такой принцип. И в-третьих,
Действительно, Обедин так говорит, и его там, скажем, сторонники, да, что если, например, Слава снялся бы, я победил бы. Но это не факт. Это не факт. И, во-первых, мы же с Федоровым сами, наоборот, до этого говорили, да, в случае, например, его снять, если он меня поддержит, то другая картина вышла бы. Но я не говорю там, никого не идеализирую. Я человек такой в этом вопросе простой. Ну, имеется в виду, не усложняю. Никакой злопамятности, как у некоторых, нету. Выборы прошли, надо продолжать жить. Вспоминать там, кто-то не снимался, кто-то это. И, честно говорю, может, это сейчас сторонники кого-то обидятся. Если победил бы Обедин, да, то, мне кажется, мы совсем город потеряли бы. Так, ну, на этом все. С нами был Сава Михайлов. Спасибо, что пришли. Сейчас фотографируемся и прощаемся. Всего доброго. Спасибо, что посмотрели наше видео. Всем мир.